Толькі ў першым квартале гэтага года супрацоўнікамі мытні выяўлена 17 спроб незаконнага перамяшчэння праз дзяржаўную мяжу лекавых сродкаў, якія утрымлівалі ў сваім складзе наркотычныя і психотропныя рэчывы. В 2016 году в Брестской таможне было выявлено 103 факта перемещения через таможенную границу Евразийского союза лекарственных средств, в состав которых входили наркотические средства, либо психотропные вещества и их прекурсоры. В 19 случаях было возбуждено уголовное дело по статье 328.1 за незаконное перемещение лекарственных средств через границу. Изъято из оборота 20,5 тысяч таблеток. Усе такія лекавыя сродкі і быццам бы харчовыя тавары трапляюць на экспертызу ва ўправленне Дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз Беларусі па Брэсцкай вобласці, дзе і выносіцца вердыкт аб іх складзе. С пачатку года таких экспертыз праведзена ўжо каля 400. Приобретают лекарственные средства от насморка, болеутоляющие, либо успокоительные. Но не стоит забывать, что многие лекарства, которые они приобретают за границей в свободном доступе через розничную сеть, либо через аптеки, у нас в стране запрещены к обороту. Например, обычные лекарства или таблетки от простуды зачастую содержат в своем составе псевдоэфедрин, который запрещен у нас в стране. Или, например, обезболивающие часто содержат такие вещества, как опий, морфин, тоже запрещенные у нас. Калі вы не ўпэўнены ў тым, што набываеце і крочыце праз мяжу, выбірайце так званы чырвоны канал, каб пазбегнуць непрыемнасцей. Также гражданам можно порекомендовать, если они берут с собой лекарственные средства и не уверены, попадают они в список препаратов, в отношении которых установлен разрешительный порядок перемещения, им лучше для перемещения выбрать красный коридор, произвести письменное декларирование, и в процессе декларирования уже уточнит инспектор, необходимый им разрешительный документ, либо нет. Меры адказнасці за незаконнае перамяшчэнне праз мяжу наркотычных рэчываў даволі строгія. Да 7 гадоў пазбаўлення волі. Юрый Печур, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».